Добрый день, это программа «Акцент», и в гостях у нас первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Павел Анатольевич Аргунов. Сегодня мы разговариваем на актуальную тему «Земельные участки для многодетных семей». 5 лет назад был принят федеральный закон, дающий право на получение бесплатных земельных участков семьям с 3 и более детьми. С тех пор около 6 тысяч семей в Якутии воспользовались своим правом. Из них 2442 в городском округе Якутск. Но на сегодняшний день лишь единицы смогли построить новые просторные дома. Причина — на выделенных участках нет ни тепла, ни света, ни воды. Аргунов Павел Анатольевич — первый заместитель министра Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. Окончил в 2000 году Якутский государственный университет по специальности производства строительных материалов и конструкций с квалификацией инженер-строитель-технолог. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Добрый день. И возникает сразу такой вопрос. Кто же все-таки должен обеспечить инфраструктуру на этих участках? 131 федеральному закону это полномочия органов местного самоуправления, то есть обеспечить условия для жилищного строительства. Я понимаю, что это муниципалитеты должны заниматься этим, но все-таки правительство республики, я думаю, какие-то шаги тоже делают в этом направлении и для разрешения проблемы? Конечно, общая потребность в обеспечении инженерной инфраструктуры переданных земельных участков, она огромна. Даже по нашим заявочным кампаниям получается, что мы получаем заявки на 2 миллиарда, например, 400 миллионов рублей. Из них город тоже подавал нам заявки, но почему-то с опозданием они, как правило, дают. У них, видать, механизм слишком сложный, что ли. Где-то у них 1 300 000 000 потребность. Они заявили, показали. Существует государственная программа республики, обеспечения качественным жильем на 2012-2019 годы. И по ней в 2016 году на обустройство зоны ЖС, я знаю, планируется направить 180 миллионов рублей. Но этого же очень мало, можно сказать, катастрофически мало. Да, действительно. В этом году 180 миллионов рублей мы планировали направить на обустройство зон индивидуальной жилой застройки. Действительно, этого очень мало, но в прошлые годы еще меньше было. Например, в прошлом году 75 миллионов рублей было выделено всего лишь. Поэтому рост все-таки есть, где-то больше 2 раз рост имеется, и поэтому мы прогнозируем увеличение работ в этом направлении. И надеемся, что город Якутск в этом году примет активное участие в заявочной кампании. Мы заявочную кампанию уже практически объявили. Приказ сегодня будет подписан и размещен на нашем сайте, на сайте нашего министерства. И надеемся, что город Якутск примет участие. Это хорошо, если Якутск, конечно, успеет и заявку составить, и принять участие в конкурсе. А сегодня среди многодетных семей, которые уже получили земельные участки или которым предстоит их еще получить, ходят разговоры о том, что все-таки какие-то еще средства выделены из бюджета республики, и при этом приоритетным выбраны именно земли в хатассах. Там многодетным, насколько известно, выделено 820 участков. Так ли это? Если да, то какая сумма будет выделена? И как определили все-таки приоритет именно хатасское направление, хотя есть у нас и в Тулагина-Кильдямцах, и по Панамскому направлению? Может, приоритет выявили на уровне муниципалитета, а мы-то никаких приоритетов не делали, тем более по городу Якутску. Мы приоритет можем сделать, например, по группе улусов, если такая есть потребность, или по каким-то другим направлениям. А так, внутри муниципального образования, это вопрос самого муниципального образования, где делать приоритет, по каким проектам заявляться. То есть куда деньги будут направлены, это решает сам городской округ? Конечно, сам решает городской округ. Насчет каких-то специальных средств, что помимо наших 180 миллионов рублей, может быть, не знаю, речь идет о муниципальном софинансировании. У нас минимальная доля софинансирования
по нашим условиям составлять 5% от суммы, общей суммы средств, направляемых на обустройство зоны ЖС. То есть средства республиканского бюджета максимум должны составлять 95%, средства местного бюджета 5%. Органы местного самоуправления могут предусмотреть больше средств, чем 5%, но это еще, конечно, лучше, было бы хорошо. Но вот насчет других средств у меня информации нет. То есть городской округ сам может изыскать средства на дополнительное софинансирование именно по этой программе, да? Но кроме этого, сегодня людей волнует еще такой вопрос, да? Полное отсутствие каких-либо планов, перспектив по отношению к их участкам. Просто люди вот как бы в неведении, что вот с ними будет потом, сохранять ли их эти участки, что-то строить или нет. Основная проблема еще и в этом, что люди просто не знают перспективы вот по благоустройству их участков. Может быть, какая-то программа может готовиться, которая предусматривает именно комплексное развитие этих участков? Перспектива развития поселений, ну, это вопрос полномочия органов местного самоуправления. То есть органы исполнительной власти, в частности Минстрой, не может составлять план развития города Якутска. Это должны делать городской округ сами. Они к вам не обращались ни с каким, ну, не знаю? Ну, это их полностью, их полномочия, я не знаю. Они могут обратиться за, например, если там изменяется законодательство градостроительное, они могут по каким-то с какими-нибудь разъяснениями обратиться. Но я такого не помню, чтобы они обращались к нам. Из других районов республики были вот такие какие-то инициатива была по комплексному развитию их территорий? Ну, только в рамках заявок. Если мы объявляем конкурсный отбор, они предоставляют заявки, и по этим заявкам мы видим, какие проекты, какие участки они хотели бы обустроить. Ну, то есть подвести инженерные сети, электрику, газификацию, дороги. Насколько активно районы участвуют в формировании своих заявок? Ряд районов очень активно участвует. Например, центральная группа улусов, Намский, Меганкангаласский, Вилюйская группа улусов очень активно участвует. Северные не очень активно, но есть ряд улусов, которые принимают участие из арктических северных улусов. Это, например, Среднеколымский, Оленёкский улус, Жиганский очень пытаются активно участвовать. По мере своих возможностей, конечно, мы помогаем таким активным улусам, предоставляем по условиям конкурса субсидии из средств республиканского бюджета. На ваш взгляд, насколько остро именно тема благоустройства стоит в улусах? На мой взгляд, ну, мне кажется, по крайней мере, что не так уж остро, как, допустим, в Якутске. Конечно, здесь мы все ждем и газа, и тепла, а в районах как? Или они как бы уже очень осваивают свои участки? Ну, в центральных улусах очень остро стоит. Так, например, в Намском улусе, где ограничения по электроснабжению имеются. Ну, в Амге тоже очень такой остро стоит, в Меганкангаласском улусе, ну, практически везде, не только в городе Якутске. А есть ли у вас какая-то цифра или данные по вообще освоению этих участков, которые получили многодетные семьи в процентном соотношении? Ну, в процентном соотношении сейчас я затруднюсь ответить. Из всех предоставленных участков, ну, то есть из заявленных сумм мы удовлетворяем где-то 10% максимум. Да, ну, в связи с ограниченностью бюджетных средств. И выделенные средства, они осваиваются в полном размере. Я слышала, что Егор Афанасьевич поручил, ну, как-то вот этот вопрос более остро ставить. И, насколько я правильно поняла эту информацию. То есть, и это, говорит ли это о том, что будут действительно, ну, вот эти средства как-то, ну, выделяться более, ну, как бы большие суммы или как по благоустройству? Ну, суммы средств выделяемых, это вопрос не решаем не нашим министерством, решается другими министерствами, Министерством экономики, например.
те суммы, которые до нас довели, мы обеспечим их полное освоение средств. То есть на сегодняшний день, на 2016 год, сумма обговаривается только 180 миллионов. Пока ни о каких других суммах речи не идет. Пока об увеличении лимитов прогноза нет. И в рамках этой суммы только будут идти обустройство этих участков, да, многодетным семьям. Из них какая сумма будет выделяться? Кроме этого софинансирования из средств местного бюджета. Вот то, что вы сказали. Ага. А по городу Якутску вот из этой суммы на сколько будет выделено примерно? По итогам конкурса будет определено. Когда если будут они итоги примут участие. подведены? Итоги конкурса будут подведены к середине февраля. То есть к середине февраля мы, в принципе, уже можем узнать, какая сумма выделена на город Якутск и на эти участки. Спасибо, Павел Анатольевич, за интересную содержательную беседу. Это была программа «Акцент», и мы поговорили о земельных участках для многодетных семей. До новых встреч!